Когда вы путешествуете по бурным водам мечты, этот мир предлагает испытания, которые проверят вашу устойчивость. Но поверьте мне, я преодолел свою самую глубокую боль. У меня есть ключ к раскрытию секретов жизни, и я хочу, чтобы вы прожили свою жизнь с беспрецедентным изобилием. Каждая твоя победа – это выражение моей воли. И я надеюсь, что ваше будущее наполнено победами и благословениями. Никогда не рассматривайте поражение как вариант. Сделайте эти слова краеугольным камнем вашего существа. Потому что по мере того, как растет ваше счастье и процветание, зависть может подорвать ваш успех. Это истина, существующая в сверхъестественном порядке жизни. Я здесь, чтобы поддержать людей, которых я люблю. Даже когда враги подвергают сомнению их радость и веру. Но не бойтесь, потому что зла нет победить тебя, когда ты идешь по пути моей воли. Я не прошу тебя быть идеальным. Я просто прошу вас сосредоточить свое внимание и посмотреть на это священное слово. Вы можете доверять себе, чтобы подтвердить это в комментариях, набрав «Злись на меня, Боже». Я также желаю вашей непоколебимой преданности. Ты можешь искать моего присутствия и наполнять меня в хорошие времена. Но даже если беда постигнет тебя, когда буря закрывает горизонт, никогда не прекращайте свое путешествие или свои молитвы. Терпите с твердой верой, несмотря на слезы. Ибо я успокою бурю и успокою море. Я прикажу вашим конфликтам исчезнуть и позабочусь обо всех ваших проблемах. Но я ожидаю увидеть, как ты проявишь бесконечную любовь и преданность и всегда будешь ставить меня на первое место во всех своих действиях. Вы узнаете, что эта вера станет острым, как бритва, мечом, способным контролировать зло. Победи свою слабость и дает вам духовную и сверхъестественную силу, чтобы преодолеть любое искушение, страх и вызов. Это мешает тебе. Прежде чем выйти в мир, найдите минутку, чтобы склонить голову. Посвятите мне в молитве свои планы и заботы. И позволь мне защитить твою семью. Проповедуйте слово веры и мира радоваться, ибо я твой пастырь. И у вас не будет недостатка ни в чем. Ты мой любимый сын. Моя дорогая дочь, мой любимый ягненок, я поведу тебя к зеленым пастбищам и стоящим водам. В ваших домах больше не будет криков и хаоса. И конфликты, терзающие ваше сердце, утихнут. Я изгоню нечестивцев, которые крадут любовь и разрушат мир в ваших домах. Я уничтожу каждый грех и зло, скрывающиеся в тени, чтобы разрушить вашу веру и счастье. Я заберу твои печали, и ты никогда не столкнешься с трудностями или страстными желаниями за своим столом. В свое время хлеба будет достаточно. Я открою врата рая, и благословения прольются на вас, как дождь, больше возможностей работать, учиться и расти. Я освобожу вас от привычек и пристрастий, которые угрожают вашей честности и вере. Мы пойдем вместе, и я буду держать тебя за руку. Сосредоточьтесь только на добре, чистота и чудо, которые ты хочешь влить в свою жизнь. Не вступайте в негативные дружеские отношения и не общайтесь с теми, кто вас угнетает. Я ваш кормилец и могу принести вам счастье. Поэтому не спрашивайте одобрения или одобрения у других. Мне не нужно чьи-либо разрешения, чтобы благословить вас. Чтобы любить меня и служить мне, вам не нужно одобрение других. Ответ ясен.
во мне ты найдешь только чистую и нерушимую любовь, которая утешает и исцеляет тебя. Я единственный человек во Вселенной, который умер и воскрес ради вас, чтобы обеспечить ваше вечное спасение и счастье. Теперь, мой любимый сын, моя дорогая дочь, я прошу себя подарить тебе эту любовь навсегда. Чудо, которого вы ждали, приближается. И проблемы, которые вас мучают, решатся. Ваши молитвы услышаны на моем небесном престоле. И скоро вы получите ответ. Но как только вы это получите, не делайте так, как делают многие другие. И получи, как он просит, и забудь того, кто дал это. Я призываю вас использовать испытания, которые вы пережили, чтобы расширить свой разум мудростью. Теперь вы видите, что все в порядке. Вместо этого приготовьтесь к жизни, полной благодарности и молитвы каждый день. Вам просто нужно немного открыть глаза и сказать: «Слава Богу», теперь делается даже в комментариях. Напиши от души «Слава Богу». Прежде чем мы перейдем к сегодняшним новостям, позвольте мне, мой сын, моя дочь, кратко пригласить вас сказать, что христианский мир только что открыл клуб общения. Мы рады пригласить вас присоединиться к этому самому христианскому клубу YouTube. При присоединении у вас будет эксклюзивный вклад в дело Господа, а также королевская власть. Любая помощь будет оценена по достоинству. Очень, поскольку это позволяет нам продолжать работу канала. Это не работа, и я не прошу ваших материальных ценностей. Я не желаю вашей жертвы, если она не исходит от искреннего и благодарного сердца. Благодаря этому благословения будут умножаться и исполняться, когда вы получите ответы на свои молитвы. Но если ты забудешь Бога, который помог тебе, и поверишь, что ты уже все совершил, я должен предупредить вас, что ваши благословения будут медленно увядать, как цветок без воды. Поливайте свои молитвы хвалой. Принеси благодарность моему алтарю. Цените и цените все, что вы получили. Даже если это немного. Даже несмотря на то, что я могу не дать тебе именно то, что ты просил. Но знай, что я всегда дам тебе что-то гораздо лучшее. Я ваш Отец и Создатель. Я знаю, что лучше для моего будущего, моей семьи, моей духовной жизни. И твое сердце, если ты попросишь благосостояния, я аннулирую тебе долг. Спасибо, что вы теперь живете свободно. Даже если в данный момент на вашем счете нет денег. Но никто не постучит в вашу дверь, чтобы получить его. Если я попрошу изобилия, я обеспечу занятость и ценную работу всем членам семьи. Не жалуйтесь, я даю вам способы и средства заработка. Не бойтесь, я открою вам двери. Отправляйтесь туда, куда мы вас послали. Ибо там ты преуспеешь в жертвенности и чести. Я хочу излить много благословений в вашу жизнь. Потому что я хочу, чтобы ты научился контролировать эти вещи. Соедините свое благодарное сердце с полученной мудростью, и вы получите множество чудес и чудес. Я все еще хочу мира в твоем доме. Пусть чудеса, свидетелями которых вы станете, вдохновят вас духовно расти. Но не верьте мне на слово. Не сосредотачивайтесь только на материальных вещах. Прежде всего сохраняйте в себе сердечную благодарность. Это первый шаг к сверхъестественной жизни. Это ключи, которые открывают дверь во времена изобилия.
Мы с нетерпением ожидаем вашей преданности делу, поклонения, благодарения, веры и стремления благословлять окружающих. Послушай еще раз слова, которые я тебе сказал. Пусть это войдет в вашу душу, потому что вам нужно помнить об этом, когда на вас нападают языки, которые пытаются вас обескуражить. Знай, что я тот, кто исцеляет тебя. Сделать тебя процветающим и спаси свою жизнь из глубин я покрываюсь любовью и добротой. Я открыл дверь в сверхъестественный мир. Я желаю, чтобы вы получили от меня чудо, о котором просили. Но я приглашаю вас ценить и эти вещи. Вы мне нравитесь. Я ценю, что вы обратились ко мне. И мне нравится слышать ваши молитвы и благодарности. Я рад видеть ваши мужественные отношения. Послушайте еще раз эти слова, потому что эти слова останутся в твоей душе. Позже, когда на вас нападают языки, которые пытаются вас обескуражить, вы должны помнить это. Знай, что я тот, кто исцеляет тебя. Сделать тебя процветающим спасите свою жизнь из глубины, я покрываю тебя любовью и добротой. Так что, сынок, дочка, поблагодари меня в комментариях, написав громкое сообщение: «Слава Богу, ваша жизнь и жизнь вашей семьи – божественное свидетельство моей любви». Найдите минутку, чтобы подумать о местах и времени, боли и страданиях, с которыми я вам помог. Вы не родились в роскоши. Но с того дня, как ты увидел свет, ты стал одним из моих посланников. Тот, кто принесет исцеление в этот мир. Но я здесь, чтобы открыть вам кое-что. Враг пытается отнять ваше призвание. Мои ангельские войска полетели защищать его. И это была жестокая битва. Вы в ловушке беспощадной ненависти. Атакуйте свое ядро, но я пришел с любовью, твой настоящий Отец, единственный человек, который поддерживает вас и воодушевляет вас для достижения ваших целей и миссии. Мы сами уже приехали. И мечом моих слов мы уничтожили врага и его армию. Я излил на вас святое помазание божественного исцеления и приведет вас на путь вашей судьбы. Я представил тебя, нарисуйте карту, отражающую множество мечтаний. И открою тебе путь, я дал вам дары и таланты. И сделаю тебя своим воином. Я дышу твоей душой, зажгите внутри себя огонь, который никогда не погаснет. Я готовлю вас утешать народы, принося капсулы с духом нуждающимся. Возьми меня за руку и не забывай, что я пойду рядом с тобой. Убедись, что вы осуществите все свои мечты. Мое самое большое желание – видеть тебя счастливым. И это потому, что я здесь, чтобы заботиться о тебе, защищать тебя и даровать тебе мир. Моя любовь к тебе верна и верна. Не бойся, ведь я никогда не оставлю тебя одну. Я твой советник, будь твоим другом и защитником. Я перевернул небо и землю, чтобы обеспечить твою победу. Я не хочу видеть твоих ошибок, потому что я уже заплатил за все твои грехи. Сейчас настало время открыть свое сердце моей благодати и принять мое прощение. Хотя некоторые люди хотят увидеть, как ты падаешь, но скоро они увидят, как я могу помочь вам победить и добиться успеха. Даже если у тебя злые намерения. Пойдем со мной сейчас, и мы пойдем вместе. Поверь мне, не останавливайся, пусть моя любовь укрепит тебя и изменит тебя.
Нет места печали и страху, когда ты в безопасности на моей ладони, потому что я защищаю тебя навсегда. Не бойтесь своих врагов. Я твой защитник, когда ты сражаешься с теми, кто восстает против тебя, как доблестный воин. Я протяну руку и подниму тебя. И подарю тебе победу. Пришло время доверить мне свое будущее и твердо стоять на своем. Сегодня я представляю вам неоспоримый план. Оставь свою жизнь в моих руках. Дай мне все свое тело. Будь то горы, на которые нужно подняться, или глубокие долины, которые нужно пересечь, я пойду за тобой и расчищу твой путь. Но я прошу вас приложить усилия, проявить смелость и выполните несколько шагов, даже когда ты идешь по долине теней, прогулка в темноте или идти через трудные воды. Не бойтесь. Не ищите оправданий, чтобы отказаться от своей мечты. Не сомневайтесь. Продолжайте идти, даже когда вы устали. Старайтесь усерднее, потому что я дал вам силы и способность преодолеть безнадежность и избавиться от привычки винить во всем других. У вас есть цель, миссия и обязательства передо мной. Больше никто не отвечает. Не ждите других. Приходите, помогите решить проблему. Когда возникает проблема, не жалуйтесь, что никто не хочет вас поднять. Я с тобой, и этого достаточно. И если вы согласны показано, написав «Бог со мной», в комментариях были те, кто критиковал и отвергал его, ища способы свергнуть его. Но вам не нужно искать любви и принятия у тех, кто является союзником ваших врагов. Моей любви для тебя достаточно, и моя благодать будет вести тебя дальше. Мы благословим и процветаем ваш дом. У вас есть призвание и миссия. Мое обещание остается твердым. Я окружу вас процветанием, миром, здоровьем и обеспечением. Будь честен со мной, выполните свою долю в моем завете и наблюдайте, как небесные окна широко открываются и обеспечивают вашу жизнь и ваш дом. Я люблю тебя, и с каждым днем ты будешь любить меня все больше и больше. Скажите, пожалуйста, так и будет. Потому что сегодня твоя буря закончится. И твоя печаль закончится. Мое святое дыхание проносится по твоему небу и рассеивает облака, скрывающие тебя. Мой свет сообщает вам о новом дне. Отныне вы будете ходить только по твердой земле, неся наши благословения, испытать великий покой и глубокое счастье. Мои уши слушают тебя с любовью. И я молчу из-за любви, я предпочитаю слушать тебя. Потому что ваши молитвы для меня подобны песням поклонения. Твои слезы превратятся в счастье, а минуты боли — путь к счастью. Ничто не может затуманить ваш разум, потому что я всегда буду в твоих мыслях и наполню тебя прекрасной и вечной радостью. Не верьте мне на слово. Когда мы даем обещание, оно написано и оно будет выполнено. Ты не понимаешь, как далеко я готов зайти ради тебя. Моя любовь выходит за пределы Вселенной. Я нежно обниму тебя, благослови свой дом, и пошли мой священный дождь, чтобы напитать твои поля. Вы будете вознаграждены благодарностью каждый день. Я позабочусь об этом, когда ты проснешься, моя птичка будет петь для тебя. И наполню тебя счастьем, ты знаешь, что я благословляю каждый твой шаг.
жизнь для вас и вашей семьи никогда больше не будет прежней. Потому что пришло время вознаградить ваш тяжелый труд и храбрость. Вы преодолели препятствия и преодолели серьезные испытания. Благодаря вашей вере и решимости. Вы видели, как многие вещи, которые казались невозможными, стали возможными благодаря упорству вашей веры и вашей решимости твердо держаться моего слова и любви. А теперь ответь мне, кто может противостоять тебе? Я Творец вашей судьбы, и я намерен продолжить ваше духовное наследие на этой земле. Я добрый и справедливый Бог. Ты любимый член моей паствы. Солидный мужчина, которого я с гордостью называю своим любимым сыном. Моя дорогая дочь, я послал своего ангела защитить тебя, чтобы заверить вас в мире и свободе от болезней и тревог. Вы будете настолько счастливы, что будете прыгать от радости от благословений, которые увидите в своей жизни. Помните, что благословения, которые приходят к вам, приходят свыше. Не гордитесь, оставайтесь смиренными, и я благословлю вас еще больше. Если вы хотите, чтобы эти благословения были в вашей жизни, покажите мне это в комментариях, написав: «Я принимаю это, Господь, ваша уверенность возрастет». И вы заметите, что без колебаний встретитесь лицом к лицу со своим противником. Я буду рядом с тобой и помогу тебе их преодолеть. Вы будете потрясены, увидев в себе мою силу. Пришло время поднять голову. Оставь все прошлые обиды и измены, которые ты пережил, не теряя веры в меня. Перестань смотреть вниз и забудь все, что я должен тебе показать. Поднимите головы и радуйтесь благословениям, которые вы получите благодаря мне, вашему Богу. Решили поделиться с вами моими прекрасными обещаниями. Я ваш Создатель, делающий все видимым и невидимым. Поэтому я обещаю тебе, что я всегда буду с тобой. Пусть я получу величайшие благословения. Я люблю тебя навсегда. Ты удивил меня, я сказал тебе быть сильным, но ты напрягся сильнее, чем я просил. Вы пример честности и верности. Я рад видеть, что все семена, которые я посадил в тебе, растут и приносят такие прекрасные плоды. Итак, грядут лучшие времена и новые горизонты, которые превзойдут ваши желания и мечты. Ты не остановишься, пока не покоришь землю, которую переполняет счастье. Я знаю, что иногда ты воспринимаешь вещи по-другому, твои эмоции вспыхивают, когда вы сталкиваетесь с ревностью и неприятием со стороны людей. Даже люди, которые утверждают, что любят тебя, вместо того, чтобы осознать свою мораль, они ищут способы заставить вас чувствовать себя плохо. Копайтесь в прошлом, чтобы вспомнить воспоминания, которые могут ранить и потрясти ваш дух. Но сегодня, слушая меня, примите решение, точно так же, как вы доказали свою веру и выстояли среди боли. У вас будет победный настрой. Не позволяйте никому умалять ваше решение. Просто поверь моим словам и выполни обещания, которые я тебе дал. Ты знаешь, что ты мой, я окутаю тебя своей любовью и лично встречусь с любым врагом, который посмеет противостоять тебе. Отпустите мысли, которые возникают, когда вас окружают проблемы. Если возник конфликт, если вы чувствуете усталость, если вы столкнулись с бесконечными решениями, если ваш разум утомлен, отдохните. Можете быть уверены, что в моем присутствии вы найдете утешение и надежду.
Сумма твоих неприятностей не ослабит твоей защиты, дорогой. Пожалуйста, поймите, что я не отправлял вам эту ситуацию. Уверяю вас, где бы вы ни находились, ты выйдешь моей могучей рукой. Я помогу тебе, потому что никогда не хочу, чтобы ты страдал из-за своего шанса. Я сниму это тяжелое бремя с твоих плеч. Я не желаю, чтобы вы жили в одиночестве и печали. Ваше будущее настолько прекрасно, что ваши враги ищут способы помешать вашим благословениям. Но в этой битве ключ принадлежит вам, а ваша вера – это меч, который уничтожит препятствия на вашем пути. Вы утонете, только если откроете дверь негативным мыслям и чувствам, посланным врагом. Но вы победите, если мой Святой Дух будет в вашей жизни и в вашем сердце. Я сделал свою часть. Я дал тебе спасение. У меня есть наследие победы и благословения для вас. Теперь вы должны твердо стоять, как вы это сделали. Я пришел сказать вам в нужное время, вы вот-вот достигнете духовного уровня, на котором чудеса будут происходить в вашем ежедневном путешествии. Не возвращайся, ты выиграл много позиций. Не стоит недооценивать пролитые вами слезы. Жертвы, которые вы принесли, еще неизвестно, оценит ли семья ваши усилия. Сосредоточьтесь на цели, ваша вера и решимость сильнее железа. Старайтесь и будьте смелыми. Многие люди сдаются и сожалеют о своей ситуации. Но впереди будущее. Мое присутствие окружает тебя. Мой дух царит в твоем доме. Небесные окна откроются перед вами и принесут вам благословения и дары, которые наполнят ваш дом радостью. Раскаявшееся сердце вернется. Даже люди, которые оставили тебя, это будет время прощения и примирения. Не бойся, ибо я с тобой, не бойся, ибо я твой Бог. Я укреплю тебя, помогу тебе и поддержу тебя правой рукой моей, побежденного я благословлю тебя в Царстве Небесном. Чтобы моя слава открылась в вашей семье. Распространите эту благодать среди друзей, родственников и соседей. Испытайте их жизнь и дома. Вы будете инструментом, с помощью которого вы сохраните множество своих знакомых. Но чтобы сделать это, вы должны сначала поверить всем своим сердцем. Вы верите этому или нет? Если так, подтвердите это в комментариях, написав «Верую, Господи». Так что не забывайте слушать каждое утро. Вспомни все чудеса, которые я уже совершил в твоей жизни, и как это слово сбылось в, казалось бы, невозможных ситуациях, где раньше я колебался. До сих пор я помогал вам. Не возвращайтесь назад, не бросайте достигнутое. По мере нашего продвижения вперед нас ждут великие благословения. Но я хочу каждое утро видеть тебя с благодарным сердцем и принимать это тепло. Не нужно бояться, потому что кризис не контролирует вас. Угрозы мира могут обмануть вас и завести в тупик. Но я пришел вдохнуть в тебя жизнь. Укрепите свою веру и осветить ваше духовное видение. Стань свидетелем моей ценности для тебя и моей любви, которая никогда не угаснет из-за твоих многочисленных ошибок и проблем. Я избавлю тебя из бездны, в которую ты пал. И я протяну руку, чтобы привести вас в новую страну духовной силы. Ты мне очень дорог. Я должен отправить это тебе.
Когда солнце встает утром, ты будешь помнить меня, когда мой свет светит в твое окно, вы заметите освежение моей милости, когда почувствуете, как мой дух приглашает вас провести время в молитве. Поделитесь со мной своими чувствами. Скрой от меня свои намерения и страхи. И я еще раз подтвержу свои слова, ответив на ваш запрос. Самое важное поймите, что каждое мгновение даровано искренней верой. Ты встретишь мои любящие объятия, и я дам вам уверенность, которая будет направлять ваши дни. Я научу тебя долгу твоих слез, написанному красными чернилами. Я забыл твои беззакония и навсегда удалил из сердца твоего причину печали. Ты свободен, истинно свободен. Подтвердите свою веру, напишите на бумаге следующие слова: «Я свободен навсегда благодаря этой любви». Вы не платите за свою свободу и не зарабатываете ее, совершенствуя ее. Я понимаю, что вечного наказания не избежать. Ваша свобода и долг оплачены. Ваша победа гарантирована. Мое обещание, верно скрепленное великой, глубокой, прекрасной любовью, не пытайтесь ее понять, пережить, почувствовать, отразить. Эта чудесная любовь переполняет ваше сердце. Вы перестанете верить в любовь из-за разочарования других. Но я здесь, Создатель Вселенной, ищу тебя, чтобы показать мне, как сильно я тебя люблю. Я посылаю вам эти слова самым неожиданным образом. Вам не нужно отправляться в далекие страны или подниматься в горы, чтобы услышать мой голос. Я хочу тронуть твое сердце здесь и сейчас, в этот момент. Вы уже чувствуете к себе огромную любовь. Даже если вы поначалу попытаетесь сопротивляться этому. Я так сильно люблю тебя, что никогда не отпущу тебя от себя. Так что примите эту новую жизнь без одиночества и страха. Полной любви плавание в океане счастья, и моя любовь сосредоточена на тебе. Отправляйтесь на пирс, где вы получите корону победы. Там вы будете благословлены радостью. Процветание и вечное священное богатство. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь изменилась, вы должны отказаться от всякого неверия. Враг атакует ваш разум сомнением, потому что он не хочет, чтобы ты узнал меня получше. Я хочу, чтобы все мои обещания исполнялись в жизни тех, кто следует за мной. Я ищу вашей простой веры. Смирение сердца, не полагаясь на свою собственную логику, но обязуясь доверять мне, твоему плану в начале каждого дня. Позвольте мне быть вашим пастырем и вести вас к более зеленым пастбищам, которые вы желаете. Где твоя душа наконец увидит благословения, о которых я говорю в этом месте. Мое присутствие доминирует и затуманивает твои чувства. Здесь тревога не имеет приюта, и сердце твое спокойно. Никакой тяжелый день или скучные новости не смогут вас расстроить. С нетерпением жду того дня, когда ты узнаешь меня лучше. Когда ты получишь мою всепрощающую любовь и принять себя таким, какой ты есть. Я люблю тебя безоговорочно, и эта сладкая любовь изменит тебя. Ваш характер станет утонченным, и вы будете просыпаться каждый день, не опасаясь того, что может случиться. Вы не слабые. Вы сильные. Вы не застенчивы, вы смелы. Когда ты со мной, это ни с чем не сравнимо. И дело не только в силе выражения. Ты поистине непобедим, когда ты со мной. Дорогой, сынок, дорогая дочка, пожалуйста,
всегда помни об этом и напиши в комментариях: «Ей-богу, я непобедима». Я хотел бы пригласить вас стать частью нашего клуба «Итак». Помимо исключительных прав, вы также будете помогать и участвовать в Божьей работе. Кстати говоря, любая помощь очень ценится, дорогой сын, дорогая дочь, если ты можешь уделить мне свое внимание. Это поможет нам поставить лайк и поделиться этим видео. Аминь. Ты не раб отчаяния, потому что я дал тебе дух любви и силы. Эти непостоянные эмоции, которые приходят и уходят, находятся под моим контролем. Вместо тревоги и страха наша сила наполнит твое сердце. Тебе конец. Сегодня ты освобожден и осознаешь свою истинную сущность. Я окружаю тебя благодатью, и ты сияешь моей истиной, миром и благословениями, куда бы ты ни пошел. Ваша душа и сердце обретут утешение. И я шепчу слова любви укреплять и расслабить тебя. Незачем изо дня в день терпеть боль в сердце. Нет причин страдать, когда это диктуют другие. Когда я говорю, что в твоей душе мир, вы должны поверить этим могущественным словам, которые могут вас исцелить. Все, что я хочу услышать из твоих уст, это благодарность. Не забывайте никаких даров, благословений и благ, которыми я вас наделил. Я прощаю ваши грехи и забываю их. Я вылечу твою болезнь и спасу тебя от ада отчаяния. Я освежаю твою душу добротой и любовью. Если ты доверяешь мне сегодня всем своим сердцем и никогда не жаждешь любви или внимания, вы не будете искать дружбы у изменившего супруга или одобрения у неблагодарного изменщика. Я буду вашим другом, будьте попутчиком, это пища жизни. Твой Бог ваш царь, ваш пастырь, ваш кормилец. Твой хранитель, я открываю ваши духовные глаза для понимания. Теперь войдите в эту дверь в новую сверхъестественную жизнь и никогда больше не возвращайтесь в дом боли. У нас есть для вас великое и чудесное чудо, даже если вы о нем не просили. Из-за моей безусловной и вечной любви. Поэтому я приветствую вас благословениями. Если ты отдашь мне свое сердце и решишь следовать за мной стойко и преданно, никто не сможет отобрать его у меня. Но коварный враг будет терпеливо ждать, пока вы отвлечетесь, оглядываясь назад или вам хочется вспомнить прошлое. Сомнения, ловушки и неуверенность могут закрасться в ваш разум, который может снова угнетать тебя. Никто не может тронуть вас или вашу семью. Это очень важно. Вы никогда не должны забывать, что враг нападает на вас, чтобы попрать вашу веру и эмоциональную устойчивость. Завистливые люди не могут терпеть такого сильного человека, как вы. Они знали, что их судьба предрешена. И их атаки были слабыми и бессмысленными. Когда ты не проявляешь страха или паники перед лицом искушения, у вас будет мир, стабильность и эмоциональная зрелость. Чистота, самоконтроль и сверхъестественные силы – это дары моего Святого Духа вашему сердцу. Здесь нет места трусости и страху. Его ноги не могли трястись, потому что страх и тревога не могли его контролировать. Сохраняйте сильную осанку, не принимайте решения под влиянием своих эмоций. Оставайтесь спокойными и спокойными. Запомните эти слова, которые я вам сказал. Приходите послушать меня.
Позволь моим объятиям дать тебе любовь и покой, которые тебе нужны прямо сейчас. Я предлагаю вам благодать и благословение. Искренне желаю увидеть твою победу и процветание с моей вечной жизнью и Царством Небесным. Прими, проживи свою жизнь на земле так, как ты этого заслуживаешь. С энтузиазмом и страстью цель и видение непоколебимое желание делать добро, и неси мои слова на край вселенной. Ибо твоей рукой я сотворю чудеса. Он ободряет и утешает духовных искателей и тех, кто нуждается в духовной пище. Идите уверенно, не позволяйте зависти злых людей управлять вашей жизнью. Поверьте мне, и вы испытаете великий покой. Помните мое обещание, когда возникнут угрозы, и мой Святой Дух окружит вас. Неуверенность я желаю, чтобы твоя семья и ты всегда были окружены несокрушимым щитом, защищаемым моими ангелами-воинами. Моя защита всегда рядом. Полагайтесь на меня, искушение не одолеет вас. Скажите в комментариях: Бог мой крепость, радуйтесь познанию моей вечной любви, из которой текут благословения. Вы никогда не будете слабыми, какие бы препятствия ни преподносила вам жизнь. Помните, это чрезвычайно важно. Враг ждет момента, когда вы отвлечетесь, когда вы с искушением в сердце обернетесь и усомнитесь в этих словах. Не позволяйте своему разуму попасть в ловушку этих ловушек и сомнений, которые могут снова поработить вас. Никто не может причинить вред вам или вашей семье. Это важная истина, которую следует помнить. Враг атакует, чтобы сокрушить вашу веру и эмоциональную стабильность. Я твое воскресение и твоя жизнь. Даже если ты упадешь на землю, ты воскреснешь снова, ибо тот, кто верит в меня, никогда не умрет. Всегда оставайтесь скромными и скромными. Будьте терпеливы и не беспокойтесь о тех, кто бросает вам вызов. Не отвечайте громкими и резкими словами. Я придаю тебе смелости, но я также желаю вам мудрости. Если страх вернется, верьте и ищите моего присутствия. Я защищу тебя от беды. Следуйте по своему жизненному пути, и с этого дня он будет с вами. Помните об этом, прежде чем начинать каждый день. Я твой Бог, я буду вести тебя и говорить с тобой мягким, спокойным голосом. Не бойся. Я всегда с тобой. Я помогу тебе и люблю тебя. Вы никогда не должны чувствовать себя одиноким или забытым. Завистливые люди могут напоминать вам о прошлых ошибках и пытаться пристыдить вас за ваши грехи. Не слушайте их. Не позволяйте горечи и печали одолеть вас. Даже если все оставят тебя, но я все равно буду здесь навсегда и никогда не оставлю тебя. Что бы ни говорил мир, для меня ты останешься красивым, нежным и искренним человеком, которого я очень ценю. Не тратьте время на бессмысленные сплетни, которые ничего не знают о предмете, о котором говорят. Ищи моего присутствия. Ищите мое слово и найдите прибежище в моей любви. Я тщательно создал все – море, небо, горы и твою душу, чтобы ты мог жить вечно в моем королевстве. Время нечестивцев ограничено, но их дни никогда не заканчиваются. Я даю каждому свободу выбора между жизнью и истиной. Я тронул ваше сердце, и вы ответили благодарностью. Я обильно благословлю тебя, и мы будем вместе навсегда. Верьте и не бойтесь.
Трусы тратят только время, обвиняя прошлые ошибки и грехи. Я их простила и не помню. Ваши грехи были брошены на дно моря. Теперь я снимаю бремя и угнетение с твоего сердца. Тайная печаль, оставшаяся в вашем сердце, изменится. Я изменю твое отношение, увеличьте свою смелость, и я хочу, чтобы вы смотрели на жизнь с энтузиазмом. Самое большое благословение в этом мире для тех, кто по-настоящему верит в меня. Те, кто со смиренным сердцем придерживаются моих слов, не позволяя этой силе вскружить им голову. Небеса радуются, что ты решил впустить меня в свою жизнь. Следуй моим словам и подчиняйся мне, я отдам все, что у тебя отобрали. Идите уверенно, твоя судьба в моих руках. Все ваши враги побеждены. Придите, помолитесь мне с верой. И все, что ты желаешь в своем сердце, я подарю тебе свою любовь, я знаю твои чувства, я хорошо понимаю твое сердце, и ты ничего не сможешь скрыть от меня. Вы всегда можете прийти ко мне и поделиться своей ситуацией. Скажи мне, что ты чувствуешь, как всегда, я внимателен к вашим чувствам и потребностям. Как ты можешь сомневаться в моей заботе, когда я помогаю тебе и даю тебе новую жизнь? Не стоит ждать от этого мира любви или понимания. Но здесь, со мной, у тебя есть все и даже больше. Чтобы удовлетворить вашу потребность в мире, чтобы покрыть твою жизнь моей любовью, и наполните свое сердце сильными чувствами, которые возникают от столь глубокого знания и чувства любви. Потому что я люблю тебя, и это всегда правда. Даже если тебе интересно, когда приходят невзгоды, моя любовь к тебе никогда не угасала. Я люблю тебя и все еще люблю тебя. Перестаньте дарить свою любовь человеку, который вас предал. И люди, которые тебя не ценят, не сосредотачивайтесь на человеке, который заставляет вас плакать. Они не заслуживают быть номером один в вашем сердце. Это место мое. Прими это. Я твой Бог. Будь твоим Богом, будь твоим королем и никто другой. Ты позволяешь кому-то другому занять мое место. И это одна из причин, почему вы чувствуете себя такой подавленной в последние несколько дней. Ты чувствуешь что-то внутри, но вы не знаете, как это объяснить. Я расскажу тебе, что произошло. В твоем сердце пустота, которая станет намного больше, если ты отвергнешь мою любовь. Это делает тебя грустным, вот почему ты просыпаешься ночью со слезами на глазах. Вы хотите чувствовать любовь, но вы ищете не в том месте. В этом мире нет никого, кто мог бы любить тебя так сильно, как люблю тебя я. И если бы у меня тоже была твоя любовь, покажите это в комментариях, написав: «Я люблю тебя, приди ко мне за миром, любовью и отдыхом». Чего же ты ждешь? Вы хотите продолжать отдавать свою жизнь и любовь человеку, который причинил вам столько страданий? И ждать, пока они снова причинят тебе боль. Прежде чем ты вернешься ко мне в слезах, я все равно поприветствую тебя, потому что моя любовь больше, чем твои ошибки и плохие решения. Но нам не нужно ждать, пока страдания приблизятся к нам. Ты можешь прийти ко мне сейчас. Я обниму тебя с любовью и покажу тебе свою любовь. Сегодня я жду тебя, твое будущее, нынешнее положение будет лучше. Скоро я сверхъестественным образом вмешаюсь в твою жизнь. Вы увидите своими глазами ясное решение ваших трудностей.
Не будьте одним из тех людей, которые полагаются на негативные мысли или мнения тех, кто хочет жить в духовных страданиях. Если вы слышите или читаете эти слова, то это потому, что я дал вам понимание. Ты взрослый. Ты готов. Дверь скоро откроется. Я не ложный Бог, который существует только в твоем воображении. Ты знаешь меня. Ты знаешь, кто я. Больше не верь мне на слово. Всякий раз, когда у тебя проблемы, я приду, чтобы помочь тебе моей святой рукой. Я обнимаю тебя с любовью, я даю тебе жизнь, даже если ее прошлое было катастрофой. Его дары всегда становятся лучше, когда я ему помогаю. Пусть этот огонь горит в вашем сердце. Посаженные мечты превратились в тень. Достаточные и обильные услуги для вас и ваших близких. Крепко держись жизни, которую я дал тебе. Наполнитесь еще большим счастьем. Потому что это не будет долго, я сделаю что-нибудь много всего, что может изменить вашу точку зрения. Вы лучше поймите, что я для вас запланировал. Даже если раньше ты колебался, но я всегда рядом с тобой. Я прощаю тебя, подниму тебя. Мы не позволили ему быть побежденным или брошенным. Наступает новый день. Ваша печаль исчезнет. Ваше сердце наполнится бесконечным счастьем. И скоро с моей силой произойдет чудо. Вы увидите это своими глазами. Выразите свою веру и приверженность сейчас и скажите «Я верю» в комментариях. Поверь, что ты не утонешь. Мы проверяем вас в мелочах, чтобы дать вам большие возможности. Я знаю твои страдания, ваша боль посреди твоего отчаяния, моя душа утешает твою душу. Утоли свое жаждущее сердце, иногда ты думаешь, что меня там нет. Я снял, я не хочу с тобой разговаривать. Я злюсь. Но подумай об этом. Ты веришь, что все, через что мы прошли вместе, было бесполезным? Вы верите, что все благословения, которые я даровал вам, были потеряны? Все, что я даю тебе, очень ценно. Мои слова подобны бриллиантам, и ваши благословения подобны семенам. Некоторые виды падают на землю и кажутся мертвыми. Но оно вырастет и вырастет в дерево, которое принесет много плода для тебя и твоей семьи. Поэтому я сказал: отдохни. Получите мир. Потерпи. Ты в саду, где я живу. То, что вырастет в твоих руках, увеличится, и твои слезы закончатся. Ваши потребности будут удовлетворены в изобилии. Просто подождите и дайте ему время обработать. Если вы плачете о семени, которое, как вам казалось, умерло, плачьте тогда, но вскоре, благодаря моей радости, моей силе, вы увидите, что величайшие благословения принесут вам и что все, что вы любите, будет процветать. Он вспахает плодородную почву своей молитвы. Не бойся, ведь я с тобой. Не волнуйся, ибо я твой Бог, я укреплю тебя, помогу тебе и поддержу тебя своей правой рукой победы. Не бойся, я защищу тебя от бед. Ваше будущее никогда не будет похоже на ваше прошлое. Я позабочусь о нем. Я не хочу, чтобы вы прошли через что-то, что причинило вам боль и продолжает причинять вам боль. Я не хочу, чтобы твоя история боли повторилась. Пришло время залечить кровоточащие раны в вашем сердце.
Вы оставите прошлое позади, будете придерживаться уроков и никогда не оглядываться назад. Я хочу, чтобы с этого момента ты полностью доверял мне. Мы воспитаем тебя лучше. Я всегда буду там, ты можешь поговорить со мной, поделитесь тем, что вы хотите, выпусти, и поплачь передо мной, когда у тебя не останется сил. Я не хочу, чтобы ты доверяла свои секреты фальшивым людям, которые говорят, что любят тебя. Вместо этого они развернулись и раскрыли свою историю миру. Желаю вам, сын мой и дочь, прочитать или послушать мои слова. Узнайте больше обо мне, ищи моего присутствия, поднимись и живи ради той цели, для которой я избрал тебя. Мое присутствие всегда будет рядом, чтобы утешить тебя. Вас ждет новая жизнь. Вы будете очень счастливы, больше не наполнен печалью и слезами. Когда ты снова плачешь, это будут слезы радости. Потому что скоро ты увидишь, как я выполню все свои обещания. Скажи мне, что ты веришь в меня, попробуй. В моих объятиях ты будешь в безопасности. Теперь никто не причинит тебе вреда. И тому, кто бросит тебе вызов, придется иметь дело со мной. Аминь. Дорогой сын, дорогая дочь, сегодня я приглашаю тебя позаботиться о своей душе, слушая мои слова и позволяя моему посланию стать частью тебя. Тяжелые времена проходят, и впереди нас ждут лучшие дни. Трудные времена позади, и вы можете быть уверены, что ваш Отец Небесный всегда будет рядом с вами. Жизнь может принести испытания, вызовы и ситуации, которые гасят пламя веры в вашем сердце. Я хочу, чтобы ваша вера сияла усердием и добротой. Помните, что ваш дух, мотивация и воля к жизни – это мой дар любви. Пришло время вернуться на путь надежды. Питайте свою душу моими обещаниями и истиной. Пройдите через темную долину, не боясь зла. Потому что я всегда буду с тобой, направляя тебя, побуждая преодолевать препятствия. Защитите свои желания и помочь вам осуществить ваши мечты. Этот мир полон трудностей. Но поверьте мне, потому что я преодолел боль. У меня есть ключ к жизни, и я хочу, чтобы вы прожили ее с великой радостью. Ваша победа принадлежит друг другу. Я надеюсь, что ваше будущее наполнено успехами и благословениями, и что вы никогда не столкнетесь с неудачами. Запомни эти слова, потому что, когда ты счастливее и счастливее, ревность может попытаться стать свидетелем вашего падения. Это сверхъестественный закон жизни. Я здесь, чтобы почтить память тех, кого я люблю. Но могут быть враги, которые будут ненавидеть их за счастье и веру. Не бойтесь, ведь вреда не будет. Тебе, когда ты исполняешь мою волю, это не сложно и не невозможно. Мне не нужно от тебя совершенства. Поймите, что вы человек, и рано или поздно можете потерпеть неудачу. Я только прошу, чтобы ваше сердце и глаза были сосредоточены на этом священном слове. Вы доверяете себе. Если так, покажите это в комментариях, написав: «Поверь мне, Господь, мне все еще нужна твоя преданность». Ты можешь прийти ко мне и полюбить меня, когда все будет хорошо. Но даже в трудные времена, когда ситуация становится сложной, никогда не прекращайте свое путешествие и свои молитвы. Продолжайте идти и молитесь с твердой верой. Вы можете пролить много слез, дождя или сияния. Шторм, но ему негде жить.
И я успокою бурю и успокою море. Я объявлю о прекращении вашего конфликта и разберусь с вашими проблемами. Но мне бы хотелось, чтобы сильная позиция любви и самопознания лежала в основе всего, что я делаю. Вы обнаружите, что вера становится мечом, побеждающим зло. Преодолеть свою слабость и дает вам духовную и сверхъестественную силу для преодоления любых искушений, страхов, проблем и испытаний, с которыми вы сталкиваетесь, прежде чем покинуть дом. Наклоните голову на несколько минут. Расскажи мне обо всех своих планах и делах. И молитесь за свою семью. Говорите слова веры и мира, радуйтесь, ибо я пастырь ваш, и вы не подведете. Ты мой сын, моя дочь, мой прекрасный ягненок. Я поведу тебя к зеленым пастбищам и стоящим водам. В вашем доме больше не будет криков и неразберихи. И конфликты, которые вас беспокоят, прекратятся. Мы избавимся от плохих людей. Любовный вор, и разрушь покой дома твоего. Я уничтожу каждый грех и зло, которое таится в углу, чтобы разрушить вашу веру и счастье. Мы заберем твою печаль. И не увидишь ты ни нищеты за столом твоим. Через некоторое время вы получите хлеб. Я открою окна рая, и вас коснутся благословения, связанные с работой, образованием и новыми возможностями. В возрастающем росте я устраню привычки и пристрастия, которые подрывают вашу целостность и веру. Мы пойдем вместе, и я буду держать тебя за руку. Сосредоточьтесь только на хорошем, чистом и удивительном, что вы хотите привнести в свою жизнь. Не гонитесь за негативными дружескими отношениями. И не возвращайся к дружбе, которая так и не выросла. Я ваш кормилец и могу подарить вам счастье. Поэтому вам не нужно искать одобрения или одобрения у других. Это заставит вас чувствовать себя сильнее. Ты с радостью увидишь, что стоит дать мне место в твоем сердце. И ты решил сделать меня своим Богом. Будьте своим королем и старейшиной. Мужественно отпустите печаль, сомнения и страх. Оставь своего проводника позади меня. Отпустите свои страхи, эмоции и чувства пустоты. Не проводите свою жизнь в обиде или гневе. Не будьте рабом ненависти. Будьте неумолимы. Этот период кризиса подходит к концу, и вскоре в вашей жизни наступит новый период великого и святого счастья. Присоединяйтесь к нам, чтобы изменить свою жизнь к совершенству. Вы благословите свою семью. Будьте примером для окружающих. Ваша радость будет светом, который сияет и уничтожает всю тьму. Поднимитесь и идите в бой, потому что победа за вами. Вы прошли тестирование. Теперь пришло время получить благословение. Вы достаточно пострадали и извлекли много ценных уроков из всего, что вы пережили. Он мужественный. Он сталкивается с неожиданными трудностями не по своей вине. Вы не стали причиной инцидента. Враг пытается потрясти вас, как ветер трясет пшеницу. В отчаянии вы выпускаете свое семя, которое падает на землю мокрой от слез, пролитых тобой от боли, но откройте глаза с верой. Потому что земля задрожала, и выросли зеленые побеги. И вы можете увидеть это сейчас. Я хочу, чтобы вы написали в своем сердце, что в этом году вы соберете большой урожай.
Семя, которое вы считали мертвым, ожило и теперь принесет вам плод. Прекрасное, великое и настоящее благословение, которое поднимет вашу духовную жизнь и не вызовет печали. Они не наполнены напряжением и проблемами. Я поместил тебя в место, где ты сможешь процветать. Если ты поймешь, что я твой пастырь, и пропитание ваше исходит от меня. Если он хорошо относится к другим, но не доверяет никому другому человеку. Если вы последуете моим инструкциям и отбросите свои сомнения и пессимизм. И если ты восстанешь с верой, я могу творить великие чудеса и чудеса. Это возможно, если вы верите, что можете. Вот как вы видите свою веру. Но это тоже не игра. Это неудача, волшебство или пустые претензии. Я говорю о моем божественном слове, которое всегда появится в нужное время по моей воле. Вы хотите изменить, вы хотите, чтобы все прошло хорошо. Вы хотите процветать. Чтобы в твоей семье ничего не было, чтобы каждый мог искать меня с состраданием и сохранять мудрость и истину в своей жизни. Вы всем сердцем хотите перемен. Я хочу и могу изменить его. У меня есть сила. Я могу изменить сердце и умы в одночасье. Да, но мне всегда нужна твоя вера. Вы въезжаете в новую страну, которую скоро увидите. Отпустите то, что произошло, и двигайтесь вперед с верой. Держись благословений, которые я тебе дам. Испытание закончилось. Ваше время пришло. Сегодня я сотворю чудеса в твоей жизни и твоей семье. Если ты знаешь и любишь, как мне нравится разговаривать с тобой каждый день, это будет хорошо и для вас. Ты хочешь меня послушать, хочешь прийти и провести время со мной, но иногда ты забываешь. Вы беспокойны, устали, ваш разум полон мыслей, вы спешите, беспокоясь обо всем, что вам предстоит сделать. Но ваша энергия исчерпана, потому что ваш корабль пуст. Вы должны прийти и послушать меня, помолиться и погрузиться в эту реку живой воды. Вы увидите, что все изменится. Вы почувствуете себя по-другому. Ваше настроение улучшится. Тело и дух станут сильнее. Все, что я прошу, это немного вашего времени. Я знаю, что у тебя много работы. Но я просто хочу, чтобы ты воспользовался моментом и показал мне свою веру. Это все, что я хочу. Попробуйте произнести это еще раз. Приходите утром и вечером, когда бы вы не захотели это сделать, будьте готовы, чтобы вас угостили каменным медом и святой мукой. Мое присутствие вне времени. Момент, который дал мне силы и воодушевление. Святая радость, таинственное спокойствие, сверхъестественное рвение, священная мудрость, дождь благословений прольется на вас. Река, текущая с небес, вечный океан, чистый, как кристалл. Когда ты предстанешь передо мной со всей верой, вы перейдете на другой уровень. Душа отдыхает, думая о таком прекрасном пейзаже. Ваш разум успокаивается. Ваши мысли постоянны. Не было ни облаков, ни грозы. Не было бушующих ветров и жестоких угроз. Это ваше место, побудь еще немного. Протяни руку и возьми отсюда все, что сможешь. Храните эти благословения в своем сердце. Добавьте подарки в корзину, покрой свою душу плащом моей силы.
Точно так же, как я не спрашиваю ни у кого разрешения пожелать тебе. Чтобы любить меня и служить мне, тебе не нужно чьи-либо одобрения. Ответ ясен. Во мне ты найдешь любовь чистую и нерушимую. Он утешает вас и исцеляет вас. Я единственный человек во Вселенной, который умер и воскрес ради тебя, чтобы ты мог обрести вечное спасение и счастье. Спроси меня, любимый сын, любимая дочь, чтобы подарить тебе эту любовь навсегда чудо, на которое вы надеетесь, произойдет. Ваши опасения будут решены. Ваши молитвы услышаны на моем престоле на небесах. И ваш ответ скоро придет. Но когда ты это получишь, не ведите себя как все. Получили то, что просили, и забыть, кто им это дал, я призываю вас использовать этот опыт, чтобы привнести мудрость в свое сердце. Теперь вы видите, что все в порядке. Приготовьтесь жить жизнью благодарности и молитвы каждый день. Никогда не помешает открыть глаза и сказать спасибо, а вообще сделайте это сразу и напишите «Слава Богу огромное» в комментариях. Прежде чем мы перейдем к сегодняшнему посланию, мои сыновья, мои дочери, у меня есть небольшое сообщение для вас. Христианская Вселенная только что открыла членский клуб. Мы рады пригласить всех вас присоединиться к самому христианскому клубу на YouTube. Да, помимо привилегий, вы также будете помогать и участвовать в Божьем деле. Ваше внимание, лайки и репосты видео нам очень помогут. Это несложная задача. Я не прошу вашего материального богатства. Мне не нужно ваше пожертвование. Если только это не исходит от искренней и благодарной души. Именно так благословения действительно умножаются и применяются в вашей жизни. Но когда ваши молитвы будут услышаны, если ты забудешь Бога, который помог тебе, и поверишь, что всего добился своими силами? Я должен предупредить вас, что ваши благословения придут постепенно. Завял, как цветок без воды. Молитесь своими молитвами с хвалой. Спасибо, мой алтарь, спасибо за все, что вы получили. Даже если это мелочь, хотя, возможно, я не дам вам именно то, что вы просили. Но ты должен понимать, что я всегда даю тебе что-то гораздо лучшее. Я ваш Отец и Создатель. Я знаю, что лучше для твоего будущего. Ваша семья, духовная жизнь и твое сердце. Если ты пожелаешь мне процветания, отмените свой долг, будьте благодарны, потому что теперь вы живете свободно. В данный момент на вашем счете может не быть денег. Но никто не придет к вашей двери, чтобы забрать деньги. Если ты попросишь меня об изобилии, я обеспечу занятость и достойную работу каждому члену вашей семьи. Я приготовил путь и способ добыть хлеб. Не бойся, я открою тебе дверь. Отправляйтесь туда, куда мы вас послали. Ибо там ты преуспеешь в жертвенности и чести. Я хочу излить много благословений в вашу жизнь. Потому что я хочу, чтобы ты научился контролировать эти вещи. Имейте сердце, благодарное за мудрость, которую вы получили. И вы получите много великих и чудесных вещей. Я все еще хочу мира в твоем доме. Пусть чудеса, свидетелями которых вы станете, вдохновят вас духовно расти. Но не верьте мне на слово. Не сосредотачивайтесь только на материальных вещах. Прежде всего сохраняйте в себе сердечную благодарность.
Это первый шаг к сверхъестественной жизни. Это ключи, которые откроют дверь во времена изобилия. Твоя лояльность, ваше поклонение, ваша благодарность, ваша вера и ваше стремление благословлять тех, кто вас окружает. Ваша готовность поверить мне на слово. Настойчивость в молитве, ваша готовность как инструмент, моя милость в создании лучшего мира. Мне нравятся все эти вещи. Послушай еще раз слова, которые я тебе сказал. Пусть это войдет в вашу душу. Потому что вам нужно помнить об этом, когда на вас нападают языки, которые пытаются вас обескуражить. Знай, что я тот, кто исцеляет тебя. Сделать тебя процветающим и спаси свою жизнь из глубин я покрываю тебя любовью и добротой. Я открыл дверь в сверхъестественный мир. Я желаю, чтобы вы получили от меня чудо, о котором просили. Но я приглашаю вас оценить и это. Вы мне нравитесь. Я ценю, что вы обратились ко мне. И мне бы хотелось услышать ваши молитвы и благодарности. Я рад видеть ваши мужественные отношения. Послушайте еще раз эти слова, потому что эти слова останутся в твоей душе. Позже, когда на вас нападают языки, которые пытаются вас обескуражить, вы должны помнить это. Знай, что я тот, кто исцеляет тебя. Сделать тебя процветающим и спаси свою жизнь из глубин покрываю тебя любовью и добротой. Так что, сынок, доченька, поблагодари меня в комментариях, написав громкое послание. Слава Богу, ваша жизнь и жизнь вашей семьи – божественное свидетельство моей любви. Найдите минутку, чтобы подумать о местах и времени, боли и страданиях, с которыми я вам помог. Вы не родились в роскоши. Но с того дня, как ты увидел свет, ты стал одним из моих посланников. Тот, кто принесет исцеление в этот мир. Но я здесь, чтобы открыть вам кое-что. Враг пытается отнять ваше призвание. Мои ангельские войска полетели защищать его. И это была жестокая битва. Вы в ловушке беспощадной ненависти. Атакуйте свое ядро, но я пришел с любовью, твой настоящий Отец, единственный человек, который поддерживает вас и воодушевляет вас для достижения ваших целей и миссии. Я прихожу сам и атакую врага и его армию мечом моих слов. Я изливаю на тебя святой целебный порошок и веду тебя по пути твоей судьбы. Я представил тебя, нарисуйте карту, отражающую множество мечтаний. И открою тебе путь, я дал вам дары и таланты. И сделаю тебя своим воином. Я вдыхаю его дух. Теперь, когда ты услышал эти сильные слова, сын мой, дочь моя, пришло время действовать. Если вы можете почувствовать прикосновение Святого Духа в своем сердце, если эти слова резонируют глубоко внутри вас, примите решение сегодня. Примите решение жить жизнью благодарности, славы и служения Господу. Прежде чем уйти, я хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время выслушать это сообщение. Если это вам нравится, смело делитесь с близкими и распространять свет и любовь Бога. Если вы еще этого не сделали, подпишитесь на канал, чтобы получать больше ободряющих и вдохновляющих сообщений из Слова Божьего. Всегда помни, дорогой сын, дорогая дочь, что ты не один в этом путешествии. Бог всегда рядом, направляя, защищая и безоговорочно любя. Пусть мир Божий будет с вами сегодня и всегда. До скорого!
Аминь.